Кондитерские изделия как искусство. В рамках выставки «Золотая россыпь веков» в Чувашском национальном музее разместились сладкие экспонаты. Это уникальные работы чебоксарских мастеров, которые вот уже 9 лет защищают честь России и республики на международных кулинарных соревнованиях. Среди многообразия национальных костюмов, головных уборов, украшений и предметов быта не сразу можно понять, что вот эти экспонаты выставки съедобные. Чувашский этнос – визитная карточка мастеров кондитерской планеты на мировых чемпионатах и олимпиадах. Вот уже 9-й год эти волшебники привозят в республику награды высшей пробы, поражая своим искусством членов жюри и участников соревнований. Когда наш мастер Юра Сиволоп выставил свою работу, многие участники даже этого чемпионата мира в Люксембурге не поверили, что это салфетка съедобная. Они подошли, потрогали. Вот издержки. «Нити жизни» – так называется эта работа, за которую автор получил золотую медаль мирового кулинарного чемпионата. Композиция вызывает ощущение, что мастерица ненадолго отлучилась от вышивки, оставив творческий беспорядок. Вручную сделано все – от игольного ушка, сквозь которое протянута нить, до текстуры деревянного пола, на котором стоит табурет из медового полуфабриката. Это салфетка с вышивкой из масляного крема, а вот здесь крем белковый. Узор состоит из 2500 петель. Работа получила высокую награду на Всемирной олимпиаде в Германии, где участвовало 1000 кондитеров из 86 стран мира. Мелкие детали, красивая цветопередача, сохранение народных традиций – это то, что привлекает на соревнованиях шефов с мировым статусом, говорят в кондитерской «Планета». Поэтому на свет появились такие шедевры, как «Нарспи» – золото кулинарного кубка мира, и «Сарпиге» – золото международного чемпионата Европы. Это работа с заварным полуфабрикатом, толщина которого меньше миллиметра. Сама иголка, ниточка вот эта, да. Ну и, конечно, карамель. Замечательное изображение вот этой лучины, которая передает даже отблески огня. Сначала мы знакомились вообще с тем, какие бывают цвета на платье, какие были сундуки, какого цвета была даже лучина, какого цвета был коврик. Чтобы правильно передать цвета, здесь использовали специальную методику состаривания. А вот в работе над «Сарпиге» чебоксарские кондитеры первыми в мире смогли нарастить девушке ресницы из тончайшего заварного полуфабриката. Многоцветный булыжник, галька, мельчайшие цветы и металлическая ограда у ручья – как настоящие. Профессия кондитера весьма многогранна. Он и художник, и дизайнер, и скульптор, и ювелир. Свадебное платье из сахарной пасты и королевской глазури тому подтверждение. 30% чувашских кондитеров, имеющих звание «Мастер-кондитер России» – это воспитанники планеты. Их уникальные работы, которые удивили мир, можно будет увидеть на выставке, как только Национальный музей откроет свои двери для посетителей. Ирина Ромадова, Владимир Синдеев. Вести, Чебоксары.